Слушание в спортивном арбитражном суде по делу российского антидопингового агентства против ВАДА пройдут со 2 по 5 ноября в швейцарской Лозанне. Напомним, международное агентство в декабре 2019 года лишило РУСАДА статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей ВАДА, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением. В итоге спор будет решаться в САС. Если суд примет сторону ВАДА, то Россия на 4 года лишится права выступать на крупных международных стартах, в том числе Олимпийских играх. Этой ночью футболисты московского «Локомотива» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют с действующим победителем турнира Мюнхенской Баварией. Встреча пройдет в Москве на стадионе РЖД-Арена. Напомним, немецкая команда в стартовой игре предварительного раунда дома со счетом 4-0 победила испанский «Атлетико». Железнодорожники же в первом туре в гостях поделили очки с австрийским «Зальцбургом», сыграв ничью со счетом 2-2. Бавария прилетела в Москву, имея 6-матчевую победную серию. Россияне до последнего тура РПЛ имели 4-матчевую победную серию, пока не проиграли «Ротору». Матч «Локомотив-Бавария» стартует в 2:55 ночи по якутскому времени. Московский ЦСКА на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» в заключительном матче 12-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 5-1. В составе армейцев дублем отметился Никола Влашич. По одному взятию ворот провели Федор Чалов, Арнер Сигурдсен и Иван Обляков. Единственный мяч гостей забил Лука Джорджевич. ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отставание от лидирующего московского «Спартака» составляет 2 пункта. Тульский клуб идет на 12-й позиции, имея в активе 12 баллов. В следующем туре армейцы в гостях сыграют с волгоградским «Ротором», а «Арсенал» на выезде встретится с казанским «Рубином». Баскетболисты саратовского «Автодора» дома со счетом 85-82 победили подмосковные «Химки» в матче регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Джордан Микки, набравший 24 очка. У победителей самым точным был Нейт Мейсон, в активе которого 23 балла. Отметим, что в этой встрече лидер по результативности в истории единой лиги, защитник «Химок» Алексей Швед, набрал 3000 очко. Его команда с 2 победами в 6 играх идет на 9-й позиции. «Автодор» занимает 8-е место, выиграв 2 встречи в 4 турах. В следующем матче «Химки» на своей площадке примут ЦСКА, а «Автодор» в гостях сойдется с Нижним Новгородом. Петербургский «СКА» на своем льду со счетом 5-2 выиграл у омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей хэт-трик оформил Эмиль Галимов. По одной шайбе забросили Антон Бурдасов и Кирилл Марченко. У проигравших отличились Навиль Якупов и Дамир Шарибзянов. Петербуржцы занимают 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. На их счету 27 очков после 21 матча. Омский клуб идет 2-м на Востоке, набрав 28 пунктов в 20 играх. В следующем матче «СКА» дома сыграет с пекинским Куньлунем, а «Авангард» отправится в гости к московскому «Динамо». Якутянин Василий Алексеев стал победителем 10-го этапа Кубка России по спортинг-компакту. Как сообщает «Спорт Якутии», турнир, участие в котором приняли 144 стрелка, прошел в Санкт-Петербурге. Алексеев первенствовал в категории «Супер-ветераны», выбив 168 мишеней из 200 возможных. Отмечается, что якутянин в нынешнем сезоне не сходит с высшей ступени пьедестала. Так Алексеев выиграл все 3 чемпионата России текущего года. В июле он стал чемпионом по компакт-спортингу. В начале августа не нашел себе равных в спортинге, а затем в конце августа занял 1-е место в спортинг-дуплетной стрельбе. Теперь Алексеева и других ведущих якутских стрелков ждет финал Кубка России по спортинг-компакту, который пройдет с 29 октября по 1 ноября в Тольятти. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!